Вот одна из площадей в центре столицы Коми. Здесь на днях клещ напал на женщину, которая вышла в магазин из дома. Травы и кустарников, как видите, нет. И шла она лишь по асфальту. Итак, откуда же кровососущие в городе? По словам специалистов, вариантов немало. Клещи могли благополучно перезимовать в центре столицы и ждать по весне свою жертву. А еще сдачу их могли на себе принести животные, особенно собаки, да и сам человек. Основной мерой профилактики укусов клещей в условиях городов является запрет выгула собак в парках и на детских площадках. Я думаю, что уже пора в городе возле жилых комплексов, в том числе новых, которые строятся, обустраивать специальные места для выгула домашних животных, где соблюдаются все санитарные нормы, специальной противоклещевой или противблох обработка этих мест. И все же основные переносчики клещей – грызуны. Из-за теплой зимы их популяция только увеличилась, отмечают ученые. Впрочем, сегодня они обитают все же не на дачных участках, как раньше, а на полях. Все потому, что многие угодья вокруг Сыктывкара не вспахиваются и не скашиваются. Там раздолье для мышей, а значит и для клещей. Как и в предыдущие годы, кровососущих много в южных районах Коми и в Сыктывдинском районе. Статистика ведется, но все же есть смельчаки, которые сами удаляют клеща и выбрасывают его. Такие-то и попадают чаще остальных на койки инфекционной больницы с энцефалитом и боррелиозом. В травмпункте же кровососущего отправят на экспертизу и проведут профилактику антибактериальными препаратами и иммуноглобулином. Основное, конечно, делать заблаговременно прививку против клещевого энцефалита и обрабатывать себя, так сказать, репеллентами против клещей, когда вы планируете куда-то выходить. Ну и, соответственно, одежда. Еще хочется посоветовать дачникам, конечно, проводить акарицидную обработку участков, на которых они есть домовладение, бороться с грызунами, которые являются природным резервуаром для клещей, потому что человек им не интересен. Понимаете, мы такая случайная жертва. Вот. Скашивать траву, мелкий кустарник, и тогда я думаю, что количество пострадавших будет меньше. Также врачи предупреждают жителей региона, что употреблять молоко коз и коров частников без кипячения нельзя. Ведь так тоже можно заразиться болезнью Лайма или энцефалитом. Нужно знать, в Коми обитают два вида клещей – таежный и собачий. И оба переносят эти два вируса. Анастасия Тюрина, Олег Костромин, телеканал Юрган.